В Алматы вновь произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. На этот раз в него въехал грузовик. Инцидент случился рано утром, когда люди ехали на работу, и поэтому автобус был заполнен пассажирами. После столкновения автобус врезался в забор частного дома. В ДТП пострадали 9 человек. Елеман Раймбеков с подробностями. Вот в таком состоянии сейчас автобус. Когда он остановился на остановке, в него врезался грузовик. Далее по инерции автобус врезался в этот дом. Как утверждают очевидцы, пассажиры и водители долго пребывали в шоковом состоянии и не могли прийти в себя. Потрясение испытали и жители дома с поврежденным забором. В момент событий я спал, но из-за резкого звука столкновения я проснулся и решил оглянуться. Вышел из дома, посмотрел по сторонам. Спереди дома автобус, в округе раненые люди, полиция и скорая помощь. Состояние водителей удовлетворительное, их забрали на освидетельствование и допрос. А вот пассажирам пришлось несладко. При столкновении пострадали 9 человек. Двое сейчас в отделении политравмы. Один из них оказался в реанимации. Состояние обеих пациентов стабильно тяжелое. Остальные пациенты после всех необходимых медицинских обследований были направлены на амбулаторное лечение. Водитель грузовика не успел среагировать, либо подвела тормозная система, или есть другая причина ДТП, предстоит выяснить полицейским Алматы. Данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в 9:15 в Наурызбайском районе Алматы. Водитель грузового транспорта, следуя по улице Ашимова в северном направлении, севернее улицы Шаляпина, допустил наезд на остановившийся на остановочном комплексе автобус 137-го маршрута. По инерции автобус выехал на восточную обочину и допустил наезд на забор частного дома. С начала года произошло уже 3 крупных ДТП с участием общественного транспорта в Алматы. В общей сложности пострадали минимум 30 человек, и еще один скончался. 2 случая не по вине водителей автобусов. Правоохранители призывают автолюбителей не пренебрегать правилами дорожного движения. Елеман Раймбеков, Думан Сулейменов, Информбюро.